Поклонники индийского кино в ожидании выхода на экран продолжения популярного блокбастера «Билла 2». Лихой сюжет с погоней, перестрелками, несокрушимым героем закручен настолько, что в руках местной мафии оказался даже грузинский военный вертолет. А фоном мелькают виды Боржоми, Рустави и Тбилиси. Без какой-то специальной рекламы Болливуд очень большой интерес уже придает Грузии. Уже 3 картины они снимали. Продюсер Митру Чакраборти, который раньше был знаменитым актером. На Каннском фестивале была представлена картина «Поиск» оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Драматическая лента о войне в Чечне была полностью снята в Грузии. Специалисты уверены, интерес иностранных продюсеров к производству здесь фильмов вполне обоснован. В чем плюс Грузии? Плюс Грузии – это ландшафты, которые есть очень близко друг к другу, и море, и горы. Как бы в один день ты можешь снимать и на море, и подниматься в горах, и снимать снег. Кроме этого, архитектура Грузии – это очень специфично и очень интересно для иностранных кинопроизводств. И самая главная новость. Власти Грузии будут возвращать иностранным компаниям 20% от всех затраченных на производство сумм. И плюс добавлять еще 2% сверху, если в картине будет использована грузинская тематика. Известный грузинский кинорежиссер Георгио Вашвили видит в инициативе киноцентра и правительства Грузии выгоду для всех. Его ленты «Другой берег» и «Кукурузный остров» – успешный пример международных кинопроектов. Я всегда работаю с европейскими копродюсерами, я работаю с французами, с немцами, с испанцами. И если этот закон будет действовать в стране, конечно, это для них будет гораздо большая мотивация, чтобы включиться в таких проектах и работать с грузинскими кинематографистами. Ни для кого не секрет, что многие культовые картины способствовали росту туризма в странах, где они снимались. Так что эта отрасль экономики Грузии теперь еще и в руках мировой киноиндустрии. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время».